الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي نسبحك كثيرا. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Я Аллах, мы собрались здесь и уверовали, что нет Господа кроме Тебя. Уверовали, что Мухаммад был послан Тобой к нам. Я Аллах, мы уверовали, Раббана иннана аманна бима анзальт. Я Аллах, мы уверовали, в чем Ты нам ниспослал. Ваттаба'на расуль, и следили за пророком. Я Аллах, пиши же нас среди свидетелей, среди шахидов, я Рабб аль-Алам. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Братья мои, Аллах Субханаху ва Тааля в хадис Кудси говорит: «Ман ада ли валиян аазантуху биль-харб». Кто враждуется с моим валием. Сейчас я потом переводим дальше, что такое вали. Вали. Слышали, наверное, да? Аулия, вали, да? Ну, по-другому, если так переводить чисто с арабского языка, это друг. Или приближенный, или почетный. Ясно? Ман ада ли валиян. Тот, кто враждуется с моим валием, с моим другом, почетным рабом, да? Мы будем говорить вали, чтобы было легче дальше. Тот, кто враждуется с моим валием, я разрешаю против него война. Я разрешаю против него войну. Что такое война? Аллах Субхану Тааля не думает, это оружие здесь и война. Нет. Аллах, может, братья мои, не спошлет микровирус и погубится весь народ ради одного валия. Аллах, может, субханаллах, не спошлет всего лишь инсульт, микроинсульт, не туда пошел этот эмбол или этот, субханаллах, болячка или этот тромб, не в тот сосуд попал, и этот человек гниет все. Нумруд, самый мощный человек на этом свете был когда-либо Нумруд, который захватил, эта земля была все в его руках так. Вот он, Аллах, разрешил против него война. Аллах что не спаслал к Нумруду? Скажите, ребята. Комар. Всего лишь комар, братья мои. Нумруд, который стоял и говорил: я ваш Всевышний Господь. Бросал Ибрахима. Субханаллах, сколько надувался, да? Сколько надувался Нумруд. И Аллах настолько хотел унизить его, не спаслал всего лишь комаря к нему, и комар стал питаться на его мозг, и всего лишь он успокоился после того, как тапками его били по лицу. Вот пока не били его тапками, представляешь, великан, да, представляешь, сегодня Байдена бьют тапками по лицу. Ты скажешь, какое унижение. Да? А Нумруд намного был, ну, скажем, круче, не знаю, вульгарно по-русски, но намного крупнее был, весь земля была в его руках, субханаллах. И Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, братья мои, وَنَمُدُّ لِلظَّالِمِينَ مَنْدَ. Иногда мы отсрочку даем залимам. Аллах иногда им отдает больше возможностей. Аллах, хадис Кудси говорит, Аллах поднимает залим и дает ему отсрочку, и когда заберет его, Аллах Субхану Тааля никогда не отпускает его. Он ждет, Аллах Субхану Тааля, может он когда-нибудь покаяться, исправиться, может когда-нибудь возвращается к Аллаху. Но гибель залима всегда, братья мои, будьте уверены, что гибель залима необычная никогда не будет. Даже твой иман, я тебе говорю, брат, даиф, слабый, больной, если ты думаешь, что Аллах Субхану Тааля оставляет этих залимов без наказания. Понимаете? И кто враждуется с моим валием? Аллаху а'лам, кто валию Аллах Субхану Тааля. Мы с тобой не можем определить, когда спросили у Умара ибн аль-Хаттаба, «Ман хум аулия Аллах». Знаете, что он ответил? Кто такие аулия? Ты думаешь, тот, который одел зеленый, чалма, набожный такой? Может, так он? Может, Аллаху алам, тот санитар, который до сих пор наш шатер убирает? Может, тот, который до сих пор убирает наш туалет? Аллаху алам. Может, правитель города? Аллаху алам. У него секреты между собой, Аллах Субхану Тааля. Аллаху алам. Но Умар, когда ответил, кто такой вали, он сказал, это те люди, которые, как ты их увидишь, ты вспоминаешь Аллаха. Есть такие люди. Как ты увидишь его, тебе стыдно грешить.
Ты вспоминаешь Аллах, ты захочешь поклоняться Аллаху Субхану Тааля. Да? И когда очень, о, Умар, может, ты знаешь, кто такой вали? Он, знаете, что ответил? Ну, он знает, что я Умар. Мы не можем определить. Он знает, что я Умар. А он, кто такой из нас, я не знаю. Понимаете? И Аллах Субхану Тааля иногда этим валиям дает карамат. И у этой вали есть характеристика. На самом деле, приближенный к Аллаху Субхану Тааля, это люди любят сидеть, любят на тишине. Один сидит. Любит, если посмотришь на него, он поклоняется Аллаху намного лучше, когда он наедине. При людей, смотри, говорят, как ты отличишь, ты мунафик или нет? Говорят, если ты сравнивается твои деяния, когда ты в тихарях или в тайнах, и твои деяния, когда при братах ты, машаллах, весь борода, ты весь в шалма, накидка, ты, машаллах, такой мусульманин весь, да? Вот мы все ведем себя как набожные, да? А в тихарях что мы делаем? Бог знает, какие фильмы смотрим, да, какие, ну не буду говорить, но Бог знает, что мы с кем общаемся, да, в тайнах. А ученые сказали, если ты в тайне и при братов ведешь себя одинаково, тогда ты, иншаллах, не мунафик. Ты, иншаллах, не мунафик. Анладыгызмы? А если твои тайны, намного лучше, чем твои явные деяния, иншаллах, ты пошел намного шаг впереди всех. В тайности намного лучше ведут себя аулия. Один говорил, слышали про такой табиин Абдуллах ибн Мубарак? Слышали? Абдуллах ибн Мубарак один говорит, субханаллах, почему все уважают и предпочитают Абдуллах ибн Мубарак больше всех? Он же намаз считает, как мы, ураза держит, как мы. Даже Абдуллах ибн Мубарак, он, когда смеется, сейчас здесь мне неудобно, он смеялся таким образом, что его спина даже дошла до земли. Вот так, понимаешь? И, понимаете, и этот человек с ним в хадж ехал на караване и говорит, почему Абдуллах ибн Мубарак уважает больше, чем мы? И говорит, субханаллах, однажды погасла лампочка. Пока нашли угол, сами знаете, не как сегодня нажал кнопку опять. Сами знаете, пока нашли угол, пока фитиль, пока сжгли ее. И говорит, прошло, значит, 3, 4, 5 минут. Говорит, я посмотрел в лицо Абдуллаха ибн Мубарак, уже его борода весь мокрая от слез. Когда наедине, Аллаху а'лам, какие дела у аулия между ним и Аллахом Субхану Тааля. Однажды Аль-Асма'i говорит, однажды была засуха. И мы вышли все на улицу считать салатуль истисқа. Как Ильдар будет? Правильно по-русски? Ну, есть такая мольба, когда нету дождей, есть мольба, называется аль-истисқа. Выходим на улицу все, не в мечеть считается где, на улице прямо, да? В поле или в стадионе, и выходят туда, и там просят у Аллаха Субхану Тааля. Даже они одеваются с старой одежды, даже одежды поворачивают так, чтобы больше унижаться перед Аллахом Субхану Тааля. Говорят, читали, не было дождь. Вернулись, и потом вижу одного раба вышел, он поднял руки, он говорит, я Аллах, дай дождь. Он дуа долго делал. И говорит, только этот раб черный, невидный, только поднял руки и говорит, я Аллах, дай дождь. Субханаллах, говорит, дождь весь был в Багдаде. Дождь, субханаллах, все уже настолько было дождей, говорит, я следил за ним. Я не мог найти его. И он, субханаллах, ушел очень быстро. Я за ним следил, я видел, что он зашел в одном доме. Я поставил около этого дома знака, что я зайду в этом доме обратно. Я на второй пришел, я понял, что этот дом продают, в этом доме продают рабов. Он говорит, у тебя есть раб, хочу купить его. Он показал всех рабов, которые у него, говорит, нет, не тот. Говорит, есть один раб вообще никудишний, ни к чему он не способен. Слабый очень. Говорит, именно я его хочу. Показал, говорит, вот, хочу его купить. И он, когда купил его, он освободил его. Говорит, почему ты так сделал? Говорит, я видел тебя вчера. Что ты сделал. И он после этого пошел к Аллаху Субхану Тааля, читал дуа, говорит, я Аллах, кто-то узнал секрет между мной и тобой. Я Аллах, я бы это не хотел. Говорит, после этого дуа этот человек умер. Братья мои, эти люди не любят о себе показать. Даже они сами не знают о себе. Не обязательно, сами не знают о себе. И, субханаллах, если мы посмотрим
Ученые говорят, иногда бывает даже у любого из нас. Ты заметил, иногда бывало знамение между тобой и Аллахом. Ты что-то хотел и получилось. Это называется по-арабски карама. Честно, я долго думал, как переводить карамат или карама на русском языке, я не знал. Но карама это как знамение, чудо. Но не на уровне знамений пророков, допустим, ты час захотел машину, раз остановилась машину, захотел дождь, раз тебе что-то не так, понимаешь? И так получается. И, субханаллах, был такой сподвижник, братья мои, его звали Абдуллах ибн Тауб. Как звали? Запомните это имя. И по-другому, как звали его, Абу Муслим аль-Хауляни. Смотри, как красиво. Его Абу Бакр отправил к Абу Асвад аль-Анси. Абу Асвад аль-Анси, он самозванец, лжец. Он говорил, я пророк после пророка саллям. Помните, да? После смерти пророка саллям появились такие люди, которые говорили, что они пророки после пророка. Раз умер, да. Из них, первый из них кто? Как его звали? Айда? Мусайнама. Второй, как раз запомните, второй это был Абу Асвад аль-Анси. Абдуллах ибн Тауб, когда пошел к нему, он хотел, чтобы Абдуллах ибн Тауб признался, и по-другому Абдуллах ибн Тауб его кунья как Абу Муслим. Верно? Запомните это, почему я говорю. Он хотел признаться, что Абдуллах ибн Тауб, что Абу Муслим, он пророк. Он не согласился. И взял его и бросал его в огни. Субханаллах, он не сгорел. Абдуллах ибн Тауб не сгорел. И быстро избавился от него, иначе люди поймут, что Абдуллах ибн Тауб прав, Абу Муслим аль-Хауляни, Абдуллах ибн Тауб прав, а Абу Асвад аль-Анси не прав. Значит, он лжепророк. И освободили его из Йемена. И когда он пришел к Умар ибн Хаттабу, тогда был правитель Абу Бакр, он ему сказал, что делал тот мужчина, Абдуллах ибн Тауб, который Умар спрашивает у него, что делал тот мужчина, Абдуллах ибн Тауб, который бросали его в огне. Он сказал, Абдуллах ибн Тауб, да, Аллах спас его, альхамдулилля, от Абу Асвад аль-Анси. И Умар смотрел долго на него, говорит, а как тебя зовут? Говорит, Абу Муслим. Поняли? Поняли, да? Он говорит, я тебе заклиняю Аллахом, не ты Абдуллах ибн Тауб? Он говорит, да. Обнял его, Умар заплакал очень сильно и сказал, он не хотел сказать о себе. Говорит, альхамдулилля, что я видел потомок или наследник Ибрахима в нашей умме. Помните, да, который хотел тоже бросать нашего пророка Ибрахима и не сгорел. Говорит, я очень рад, что я видел потомок или наследник, или наместник, можно сказать, Ибрахима в нашей умме. Вот этот Абу Муслим аль-Хауляни, однажды его жена стала плакать, ныть, говорит ему, кушать ничего дома. Кушать ничего дома, кушать надо, муки нет, тот нет, второй нет. Он говорит, ладно, потерпи. У него динар, взял пакет, мешок, и пошел купить, субханаллах, муку домой. И пока ходил на улице, увидел одну женщину, очень просит, очень просила его. Он, субханаллах, взял этот динар, отдал ей. И говорит, как я возвращаюсь к жене? Ну, сами поймите, женатые люди понимают меня. Как возвращаться с пустым мешком? Он пошел к, как это называется, который с дровами работает? Дровосек, скажем, да? Пошел к нему и забрал его этот пепел оттуда. И этот, опилку, забрал опилку, положил в мешок и пошел к жене. Якобы он купил муку. Ну, если что, скажет, а я еще купил, субханаллах, положил и пошел к себе. Пошел к себе домой, в комнату. И через несколько времени она принесла ему хлеб. Он говорит, откуда хлеб ты принесла? Говорит, ты муку только что купил. Понимаете, да, братья мои? Но эти люди нельзя, мы не имеем права между собой, мы не имеем права определить их. Но смотрите, как Аллах Субханаху ва Тааля, как говорит, как приближается один из нас к Аллаху Субханаху ва Тааля. В хадис Кудси говорит, «Ман ада ли валиян, адантуху бил харб». Кто враждуется с моим рабом, я разрешаю против него войну. Аллаху алам, как война будет. Может, Аллах отнимает от него баракат. Может, дети его не послушают его. Может, он, Аллаху Акбар, большой человек, но он очень неуважаемый в семье. Понимаешь, да? Он очень несчастливый. Значит, Аллах заводит против него войну. И Аллах Субхану Тааля дальше говорит, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Говорит, сами любимые деяния, с чем
мой раб приближается ко мне, самые любимые деяния. С чем мой раб приближается ко мне, угадайте, это что? Это именно фарз. Фарз. Братья мои, фарз, утренний намаз, намного важнее таравих. Понимаете, да? Некоторые люди, субхана, чуть до утра не стоят в таравихе, падают, и на утреннего намаза нету их. Утренний намаз 100 миллион раз важнее, чем таравих. Вот это великолепный намаз. Важнее, чем тахаджуд. Но тахаджуд это нету лучше намаза после фарза, понимаете, да? Но фарз важнее. Значит, сами любимые дела у Аллаха, с чем мы можем приближаться, поняли, да? Вали это приближенный. Чем мы можем приближаться к Аллаху, это что, братья мои? Фарзлар, да? Намаз, ураза, закат, это сами любимые дела у Аллаха, субхану тааля. Потом Аллах, субхану тааля, говорит, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Аллах, Аллах. И продолжает мой раб приближается ко мне нафиль билан, с нафлями. Нафиль намаз, нафиль ураза, нафиль садака, нафиль. Потом я начинаю его любить. Аллах, Аллах. Аллах говорит, я начинаю его любить. Аллах, дай Аллах, чтобы Аллах нас любил. Братья мои, что приятно, я ухожу из темы. Аллах, субхану тааля, вот честно, это простым мозгам не понять. Аллах говорит в Коране, «Юхиббухум ва юхиббуна». Говорит в Коране, есть народ, Аллах их любит, потом они его любят. Получается, сначала Аллах нас любил, потом мы его полюбили. Понимаешь? Настолько мы везущие, если Аллах нас любит. Значит, любовь идет, допустим, я уверен, мы 99% из наших, ты сначала любили эту женщину, правильно? Бегал за ней, мучился и забрал ее, потом она полюбила. Ну так, да? Правильно? Так. А у нас здесь с Аллахом дела, с Аллахом наоборот. Аллах начинает тебя любить, потом ты начинаешь его любить. Понимаете? Идет сначала реакция от него, настолько мы везущие. Говорит, и продолжает мой раб приближаться ко мне с нафлями, пока я не стану его любить. Что такое час? Смотри, брат мой, смотри, признак любви Аллаха. Фаида ахбабтуху. А если я его полюблю, что будет? Алейкум салям, хаджи, не халляр. Яра, не понял, что говорит. Бизур рахмат, а? Ну, не важно. Яра. И признаки любви Аллаха, субхану тааля, говорит, фаида ахбабту, если я его полюблю, вот я перед тем, как я выхожу на признаки любви Аллаха. Недавно я сижу с людьми, говорят, Аллах его любит. У него, смотри, бизнес, машина, все получается у него. Братья мои, это колоссальная большая ошибка. Это не признак любви Аллаха. Что у тебя получилось в бизнесе, ты стал каким-то супер-гипер, не знаю кем. Это не признаки любви Аллаха. Аллах вот здесь говорит признаки его любви. Фаида ахбабтуху. А если его полюблю, я стану его рукой, посредством которой он работает. Я стану его глазом, посредством которого он видит. Я стану его ногой, посредством которого он ходит. Но неужели, если это Аллах субхану тааля полюбил эту руку, эта рука будет заработать харам, или отнимать харам, или зулм будет делать? Ты поэтому смотри, если реально ты не любишь харам, эта рука не получается, иногда ты хотел сделку харамской делать, но у всех получилось, у тебя нет. Вот здесь признак любви Аллаха субхану тааля. У тебя не получилось харам делать. Ты хотел смотреть на эту красотку, их не получилось, прошло вот посредством которой, да? Не получилось, как раз здесь признак любви Аллаха субхану тааля. Знаешь? Ты хотел ходить на харам, в сторону харама, не получилось. Вот как раз, брат мой, это признак любви Аллаха субхану тааля, что не получилось у тебя ходить и наступить и делать этот харам. Поняли, да, братья мои, теперь? Что такое признаки любви Аллаха субхану тааля? И Аллах субхану тааля в одном хадис Кудси говорит, «Иза ахабба Аллаху абдан», если Аллах полюбит своего раба, я Аллах, слушай, если Аллах полюбит своего раба, он зовет Джибраиля. О, Джибриль! Как тебя зовут? А? Камиль. О, Джибриль, я полюбил Камиля, люби его. Знаешь, в небе, этот имена идут. В небе идут и называют его Камиль, сын кого? Мурат. Камиль ибн Мурат. Я полюбил его, люби его. Потом Джибраиль кричит среди обитателей неба. Кричит среди обитателей неба. О, обитатели неба! Аллах полюбил Камиля, любите его. И, субханаллах, обитатели неба полюбят его. Потом, субханаллах, и спускается так с 7-й небо, 6-й небо, 5-й небо, 1-й небо. Потом на земле, وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. И на земле уже начинают сердца людей открываться к нему. Знаешь? Ты увидишь, где бы ты ни ходил, субханаллах, ты принят. Везде двери тебе открыты. Понимаешь? Или наоборот, брат мой, если ты иногда видишь, субханаллах, человек как зашел, все полюбили его. И Аллах принимает его деяния.
И наоборот, братья мои, не дай Аллах, чтобы мы были из этих людей. Если Аллах не полюбит кого-то из его рабов, он говорит: я Джибриль, я ненавижу этого Ивана или это Джорджа, допустим. Ненавиди его. Джибраиль кричит среди обитателей неба: о обитатели неба, Аллах говорит, что ненавидит этого человека, ненавидите его. И так до сих пор, 7, 6, 5, 1 небо на земле, чтобы его никто не ненавидит. И увидишь, он ненавистный человек. Он ненавистный человек. И, братья мои, представляешь, ты сидишь здесь, может, ты, извини за выражение, ты всего лишь санитар, мусорщик, грузчик, тебе здесь вообще никто не уважает, может быть. Но среди обитателей неба такой ты известный. Камбаля. Однажды один зашел к пророку, саллаллаху. Пророк, саллаллаху, сказал: «Ахлян, добро пожаловать тому, который только что Джибраиль сообщил, что ты зайдешь». Только что Джибраиль сообщил, что ты зайдешь. Этот сподвижник чуть не упал на коленки и говорит: «Ау саммани, неужели Джибриль назвал меня?» Он говорит: «Я Расуллах, инни сука, я простой человек». Сука по-арабски, рыночный, имеется в виду самый низкий слой. Неужели он обо мне говорят? Знаете, что сказал ему пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Ваш голос выше, чем наш голос, честно говоря, ребята, очень мешает. Салям алейкум. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: ты среди обитателей неба очень известный, но среди обитателей земли тебя никто не знает. Понимаете? Дай Аллах субхану тааля, что на самом деле наши имена были там очень известны. Братья мои, в одном хадисе передается, что в судный день, когда мы увидим нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ты здороваешься с ним, иншаллах, дается нам эта возможность. Мы не войдем в раю, вы знаете, пока не пьем из его рук. Знаете об этом? Когда сподвижники прощались с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, прошу прощения, когда сподвижники прощались с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он им сообщил. Между прочим, каждый пророк пришел к нему, ангел смерти, перед его смерти, и сказал: я сейчас заберу твою душу. Берет у него разрешение. Это у всех пророков так. И когда сообщил ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ангел смерти сообщил пророку, пророк вышел и сказал сподвижникам. И когда это сказал, сподвижники поняли, очень сильно стали плакать. И один из сподвижников сказал: я Расул-Аллах, в судный день нас много очень будет. На самом деле, я сейчас вам скажу одно. Кто-нибудь из нас мог целовать черный камень? Аллаху алям, мало кто мог, да? Практически нет. Представляешь, нас всего лишь там 100 тысяч в этот тарелка. А вокруг пророка будет несколько сотен миллиардов, братья мои. Несколько сотен миллиардов. Я в хаджи бил 7-8 раз. Я только 1 раз попал. И я попал, потому что был неграмотный. Я не знал, что толкаться нельзя. Понимаешь? Я толкался, как лучший борец в мире. Пусть Аллах простит меня. Да, скажу, а как пророку Аллахи однажды, когда я видел, как люди толкаются перед черный камень, я очень сильно плакал. Я говорю: как я попаду к пророку? Если здесь всего лишь нас, в этом даже 2, 3, 5 тысяч, сколько в этой тарелка, да, вокруг Кааба, мы не можем попасть к черному камню. А как к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и один из подвижников сказал: я Расул-Аллах, а тогда в судный день, как ты нас узнаешь? Он сказал: нальтаки индал хаут. Это вам тоже сказано, братья мои. Он сказал им: мы встречаемся у водоема. Иншаллах, встречаемся у водоема, братья мои. Тоже мы с вами, иншаллах. И говорит, пророк говорит, один сказал: а я Расул-Аллах, как ты нас узнаешь? Как он узнает? Мы отличаемся от других людей. Угадайте как. Остается, оказывается, следы тахарата. Вот эта вода от тахарата куда попадет, мы придем, как это все серебро. Это все серебро будет. И, субханаллах, следы сажда, и следы тахарата. Говорит: я узнаю вас. Следы тахарата остается. И один из этих сподвижников задал очень умный вопрос. Говорит: я Расул-Аллах, нас очень много будет. Время? Говорит: я Расул-Аллах, нас очень много будет. Очень много. Я Расул-Аллах, а кто ближе будет? Согласен со мной? Вот я говорю, черный камень, я не мог попасть к нему. А как к пророку? Он говорит: ближе ко мне будет в этот день, будет, у кого есть лучшие нравы. Улучшите свои нравы ради этот момент, братья мои. Улучшите, работайте над себя. Над себя, между прочим, над своими нравами можно работать. Не говори: я из деревни, я колхозник, я все время с коровами работал, я все время в армии, я все время борец был. Я не знаю. Не говори так. Кем бы ты ни был бы.
Работай над своими нравами. Психология доказала, что над нравами можно работать. Можно улучшить их. Есть тренинги мусульманские. Есть много чего, что ты можешь себе улучшить ради этого момента. Чтобы ты опережал других к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Я почему здесь это говорил? Насчет аулия. Насчет ухиббу. И... Еще сколько до азана? И насчет что? 5 минут. Валия, да. И, братья мои, субханаллах, Аллах субханаху ва тааля поддержит своих рабов, которые на его пути. Поддерживает. И передает муттафак алей. Знаете, слышали про такую сподвижницу Умму Шарик? Умму Шарик, она из первых сподвижниц, которые приняла ислам. Из первых сподвижниц, которые приняла ислам. И когда она приняла ислам, Умму Шарик стала ходить к домам, к женщинам курашитов. Она не курашитка, она из Даус. Ну, это племена ближе к Йемену. Ладно? Из Даус. Запомните это племена. Абу Туфайл Дауси, сподвижник оттуда был. И Умму Шарик стала ходить к этим домам, к женщинам. Вы что, поклоняетесь идолам? Это неправильно. И, субханаллах, стала так призывать людей к Аллаху, субхану тааля, пока не узнали про ней курашиты. И решили вернуть ее к своему народу. Они, если убили бы, тогда была кровная месть. Если убили бы, и они с Йеменом уже не могут торговаться. Решили возвращать ее в Йемен. И, субханаллах, пока возвращали ее в Йемен, в дороге решили издеваться над ней. Я уверен, каждый, наверное, прошел через этот, что издевается над ним. За то, что он мусульманин, за то, что у него борода есть, за то, что у нее хиджаб есть, за то, что его сын держит ураза. Я уверен, каждый через это прошел. И они, очень страшно стали издеваться над ней, и положили ее на верблюд верхом, завязали ее руки и дали ей только хлеб и мед. Очень жарко. И воду не дали ей. Говорит, через 3 дня я начала с ума сходить. Кроме этого ничего не дали кушать. И говорит, я хочу пить, не дали. Пытают меня в дороге. Пытают, чтобы я отказалась от ля иляха илляллах. Говорит, я не отказываюсь. Потом я уже перестала слушать, что они говорят. Я вижу, только пытают меня. У меня, кроме пальца и глаза, ничего не двигается. Все уже. Говорит, я стал терять сознание и покажу палец. Знак таухида в сторону неба, что ля иляха илляллах. Отказывается от них. И однажды, субханаллах, было очень жарко, оставили ее под солнце и ушли они защищаться от солнца. Говорит, уже я была без сознания. Не понимала о чем, что вокруг меня. Я почувствовала холод на мой грудь. Почувствовала холод на мой грудь. Открыла глаза и холодная вода из неба. Далю. Ведро. Это муттафакун алейхи, братья мои. Говорит, сначала он на меня лил чуть-чуть вода. Потом он сам отпускался, этот ведро. Я пила чуть-чуть, ушел. 2 раз. 3 раз пила. Потом лила всю воду на меня. Они когда встали, пришли, говорят, ты отвязалась от своих оковов, и ты нашу воду лила на себя и пила. Хотели бить ее, говорят, валлахи, я не ушла, вот я в оковах еще. Они потом пошли проверить себя. Проверили свою воду, оказывается, вода на месте. И все на месте. Они потом сказали, слушайте, ее религия лучше, чем наша религия. И на самом деле они приняли ислам и возвращались уже в Мекку. Братья мои, если ты на пути Аллаха, субханаху ва тааля, если ты на пути Аллаха, брат мой, не бойся, Аллах будет испытывать тебя. Но клянусь Аллахом, ты увидишь такие караматы. Карамат уже понимаете, да? Такие знамения. Валлахи, брат мой, даже сколько бы ни рассказал до утра, спросите у тех хазаратов, шейхов, тех, которые на самом деле замучились на пути Аллаха, субхану тааля. Они расскажут такие вещи, что с ума сходишь. И что интересно больше всего, для этого брата это норма. Этот брат говорит, это норма. Смотри, если ты мне помог когда-то, Камиль, да, неужели я тебе подведу? Ты ходил на пути Аллаха, неужели Аллах это подведет? Они настолько уверены в себе, братья мои. Поэтому, братья мои, ни в коем случае, не дай Аллах, не издевайся, не притесняй никого. А вдруг этот человек, который ты смотрел на него как слабый, он на самом деле приближенный к Аллаху, субхану тааля. Не дай Аллах, лучше будь притесненным, чем притеснят. Лучше проиграй иногда. Валлахи, брат мой, если ты думаешь об этом встрече с Аллахом, субхану тааля, лучше иногда проиграть, уступить, чем наступить чью-то границу, и Аллах, субхану тааля, не простит тебе из-за этого человека. Не дай Аллах, субхану тааля. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.